причины, почему мы пришли к митингу, и долгое время мы об этом говорили. На самом деле мы пришли к этому из-за политики, проводимой властью. Они вынудили прибегнуть к этой мере. Я хочу о чем сказать. Здесь много организаций, еще кого сегодня здесь вы не видите. Они все представлены, они все будут задействованы в этой работе. Еще хочу напомнить вообще весь процесс, который шел в начале года. Леонор Ашпа тоже делал заявление, такое жесткое заявление, призывал протестам, к акциям, подготовке. Сегодня, в принципе, уже после того, как он заявил, шла определенная работа, и в районы выезжали с людьми, общались. Сегодня по таким причинам серьезным его здесь нет, он находится на Донбассе по вопросу обменов. И то, о чем он говорил тогда, да, о чем он говорил тогда, такие резкие слова были высказаны, даже о геноциде нашего народа. Геноцид не физически, может быть, где отстреливают абхазцев, но когда уже президент говорит, что он хочет заселить здесь 500 тысяч человек, тогда абхазский этнос, конечно же, в этих переселенцах растворится. И, в принципе, ради чего в 1992 году абхазы взяли оружие и, отстаивая именно вот эти интересы, вопросы демографии, вопросы абхазского языка, вопросы вообще будущего нации, культуры и всего остального, сегодня наше правительство теперь такие же угрозы нам несет. Я это правительство и власть воспринимаю как власть оккупантов, которая не несет внутреннюю повестку, оно нам навязывает внешнюю повестку, и поэтому хочу, чтобы наша общественность, наш народ принял участие в этом митинге, и призываю все здравые силы объединиться в этом вопросе, и никто не боялся высказывать свое мнение, хотя и большое давление идет на наших граждан. Мы видим разные здесь ситуации, где власть инакомыслящих пытается и посадить, и уголовные дела возбуждают, где-то применяется физическая сила. Вот на этом этапе, я считаю, если мы все эти процессы не остановим своей волей и опять не скажем, что в этом доме хозяева мы, то мы потеряем, за что вообще боролись наши старшие.